Его называют основателем, спасителем и создателем современного Азербайджана – Гейдар Алиев. Он был великим лидером Азербайджана, принес стабильность своей стране в период крайних кризисов. Всегда был убежден в том, что государство должно быть для народа, а не наоборот. Человек, чья жизнь достойна быть примером для подражания. Именно поэтому в преддверии столетия великого политика посольство Азербайджана в Кыргызской республике объявило среди учеников столичной школы номер 20 конкурс сочинений на тему Гейдар Алиев и Азербайджан. Знаете, что в прошлом году было присвоено этой школе имя Гейдара Алиева. И мы решили провести здесь конкурс среди учащихся 10 класса, конкурс сочинений, что я знаю о Гейдаре Алиеве и Азербайджане. Вот в такой теме мы объявили конкурс. И думаю, что те студенты или учащиеся, которые учатся в этой школе, и мы стараемся, чтобы они знали бы об этом человеке больше. Вот это написание такое сочинение, оно, конечно же, поможет еще больше знать. И решили провести конкурс и наградить первое, второе, третье место денежным вознаграждением. Гейдар Алиев при жизни был признан общенациональным лидером азербайджанского народа и после своего физического ухода не утратил народной любви. Он стал для каждого азербайджанца идеалом не только как талантливый руководитель страны, но и как глубоко гармоничная, цельная, всесторонне развитая личность. Его главное достоинство – он умел ценить человека. Поэтому глубокое и вдумчивое изучение биографии Гейдара Алиева, уверены в азербайджанском посольстве, даст детям бесценный опыт гуманности и патриотизма, любви ко всему живому. О любви говорили многие. Гейдар Алиев умел любить. Любить и страну, и свой народ, людей, окружающих его, весь мир. Потому что любовь так же естественна, как и дышать. И я хотел бы, чтобы детям появилась бы это внутри, эта любовь и к ближнему, и доброте, и соседям, и друзьям, и братьям. Я думаю, что через написание этой темы мы и будем воспитывать чувство высокого и чувство тонкости любить, знать человека. Для того, чтобы школьники могли подойти к написанию сочинений про такого великого человека с энтузиазмом, с ребятами встретился посол Азербайджана в Кыргызстане. Из его лекции дети узнали, что, находясь у власти, Гейдар Алиев сыграл судьбоносную роль в жизни своего народа, а годы его правления стали самыми яркими и содержательными страницами в летописи Азербайджана. Именно по поручению Гейдара Алиева города и села республики перестраивались, в деревнях появлялась инфраструктура. Материальное положение населения улучшилось во всех областях жизнедеятельности общества, в том числе в сфере образования, науки, культуры, произошли преобразования. За короткий отрезок времени страна прошла путь развития, поистине равный целому веку. Если так подумать, очень сильно меня вдохновила эта речь. Гейдар Алиев, я знаю его историю, не сам по себе человек очень симпатичен, ведь он действительно заслуживает уважения. После развала Советского Союза это было невероятно тяжелое время, и человек сам своими силами смог, можно сказать, заново построить всю страну. Он прям пример социальной мобильности, так сказать. Он вышел из очень простой крестьянской семьи, грубо говоря, и своими исключительными достижениями, без каких-либо помощи, смог стать лидером страны и развить ее в экономическом, культурном плане до очень больших высот. По результатам конкурса будет отобрано 3 лучших сочинения. Их авторов наградят денежными премиями, а работу, занявшее первое место, разместят в музее школы имени Гейдара Алиева. А пока музей пополнился редкими архивными фотографиями, которые подарил школе посол. На них вместе запечатлены Гейдар Алиев и Чингис Айтматов – 2 величины тюркского мира, провозглашавшие дружбу народов и любовь человека к человеку, к родине.
Екатерина Такамбаева, Нурдан Карыбеков, «Пирамида».